Салимет Сызбе. Меня зовут Святкина Александра, ученица 10 класса Октябрьской общеобразовательной школы города Лисаковск Кустанайской области. Я со своим руководителем Вальтер Натальей Михайловной подготовили социальный проект «Мы ими гордимся», цель которого – продвижение идей конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примере конкретных людей. Суть проекта – рассказать историю нашего земляка, который своими успехами, достижениями, талантом и трудом создает современный Казахстан. Воспитание уважения к службе в армии, военнослужащим, гордость за вооруженные силы Казахстана. Мы хотим представить Казахстану нашего земляка, Калнабридского Михаила, в проекте «100 новых лиц Казахстана». Я хочу пожелать, чтобы каждый гражданин нашей страны добился такого же успеха, как Михаил. Его история убедительнее любой статистики, мечты, где каждый талантливый, трудолюбивый, целеустремленный человек может стать героем нашего времени и гордостью нации. Чем больше таких успешных граждан, тем больше конкурентоспособность нашей страны, тем больше высот достигнет наш народ. Именно в этом заключается цель проекта «100 новых лиц». Калнабридский Михаил из горняцкого поселка Октябрьский Кустанайской области с детства видел бескрайнюю казахскую степь и карьеры, слушал рассказы отца, работника Красно-Октябрьского бокситового рудоуправления о нелегком горняцком труде. Кругом степь, отвалы горной породы, бездонные карьеры боксита, а Миша мечтал о море. Но он не просто рисовал в голове картинки, а целенаправленно шел к своей цели. Учась в школе, был неоднократным победителем олимпиад по географии, военно-спортивных соревнований по стрельбе. Сразу по окончании Октябрьской средней школы в 2007 году поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт. Учился бесплатно по направлению от Казахстана. Это старейшее военно-морское учебное заведение. Морской корпус Петра Великого был основан 14 января 1701 года. В разные годы руководителями его были Иван Крузенштерн, Николай Римский-Корсаков, а выпускниками этого учебного заведения были такие известные люди, как Павел Нахимов, Михаил Лазарев, Федор Ушаков, Владимир Даль, Николай Кузнецов. По окончанию учебы в институте в 2012 году Михаил был направлен в порт Актау на отечественный ракетно-артиллерийский корабль «Сары-Арка». Корабль предназначен в военное время для уничтожения боевых и десантных кораблей и конвоев противника, а также незаконных военных формирований, защита морских объектов от нападения террористов. В мирное время это участие в охране государственной границы, несение боевой дозорной службы, безопасное судоходство, защита от пиратства. Управляется корабль из ходовой рубки с помощью современного навигационного оборудования, а командиром штурманской боевой части является Калнабридский Михаил. Но одних только положительных отзывов в комфортабельности и устрашающего вида корабля недостаточно. Нужно на деле показать свой потенциал и заработать себе репутацию, боевую репутацию, что команда корабля «Сары-Арка» и проделала на морском биатлоне «Каспийское море-2015». «Каспийское море-2015» – это первое военное морское соревнование прикаспийских стран. Оно прошло на территории российской акватории, Каспийского моря между Россией, Азербайджаном и Казахстаном. Нашу страну представляет отечественный корабль «Сары-Арка». Вступая первыми, казахстанские моряки задавали хороший уровень и темп остальным командам и на протяжении всего соревнования уверенно держали одну из лидирующих позиций. По итогам конкурса экипаж корабля «Сары-Арка» занял второе место, но в отдельных номинациях лучшими признаны казахские моряки. Лучший механик, лучший связист, лучший стрелок и лучший штурман наш Михаил, капитан-лейтенант Калнабридский Михаил. В следующем 2016 году на этих же армейских играх участвовало 4 команды из стран Каспийского региона. Команда «Сары-Арки» по итогам конкурса стала второй, а Михаил, конечно, лучший штурман. Ежегодно во время своего отпуска Михаил приезжает погостить в родительский дом. Обязательно приходит в гости в свою родную школу. Проводит классные часы по профориентации, уроки географии по морской навигации и практические занятия на контурных картах. Обязательно заглядывает в кабинет НВП,
Учащиеся нашей школы хорошо знают и любят Михаила и называют его «наш В капитан». проекте «100 новых лиц» участвуют люди, которые добились успеха за годы независимости, которые своим талантом, трудолюбием сумели завоевать широкое признание, внесли в свой вклад в формирование конкурентоспособности и успешного облика казахстанца. И Михаил – один из таких людей. А победители проекта являются мотиваторами для миллионов людей. Поэтому мы хотим, чтобы Михаил победил.